Добрый день! Вы смотрите программу «Акцент» на портале esia.ru. Сегодня у нас в гостях польский режиссер, сценарист и продюсер Кшиштоф Зануси. И поговорим мы, конечно, о кино. Кшиштоф Зануси – польский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев». Картина «Год спокойного солнца» 1984 года. Обладатель множества международных и национальных наград. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. Ну и, наверное, начнем с ваших впечатлений о Якутии. Знаете, впечатления ограничены, потому что я здесь пробывал только 1,5 дня. Но я так и ожидал, что здесь очень живый центр такого очень дальнего Востока. И я это почувствовал. Здесь это есть. Я почувствовал среди молодежи, которой я так встретился и на моих мастер-классах, и в разных, что там, возможно, было несколько других возможностей, что здесь есть такая определенная энергия, и что это надежное место, где развивается новое общество. Мне это было очень интересно посмотреть. А если бы вам предложили снимать фильм про наш регион, вот какой жанр вы бы выбрали? Знаете, я уже не принимаю предложений, я сам предлагаю, что мне снять. И, конечно, есть здесь живая память, особенно для меня, как поляка, что здесь поляки сосланы, но где-то работали над развитием этой земли. И имя Серушевского – это имя, которое мы все в Польше изучаем в школе, и его заслуги большие. А вообще, знаете, в этих ссылочных районах вырабатывались взаимоотношения поляков и русских, и местного населения гораздо лучше, чем в метрополии. В метрополии там было всегда напряжение, там были конфликты. А уже сосланные, они находили общий язык. И на этом можем сегодня строить хорошую такую традицию хороших взаимоотношений. Ну, перейдем непосредственно к якутскому кинематографу. Вы, наверное, уже успели посмотреть какие-то фестивальные фильмы. Вот как оцениваете? Ну, не так много, знаете, что все-таки программа была заполнена. Я видел картину, которая была на открытии. И я слышу, что здесь такой подвиг, что много снимается, что много новых картин появилось. И вижу молодых режиссеров, надеюсь, что они будут развивать ваш кинематограф и подумают, как это делать, чтобы миру было интересно смотреть, что происходит в Якутии. А вот из того, что вы видели, можете какие-то особенности выделить? Мне трудно, знаете, это вопрос кинематографа, который только рождается сейчас. Это видно, что он молодой, что там за ним не чувствуется, чтобы была богатая литература, а как кинематограф стоит на сценарии, на литературе, на рассказе. Так что это все надо развить. Я надеюсь, что это будет развиваться. Я вижу здесь потенциал, энергию. Это самое главное. А вообще в целом российский кинематограф вы как оцениваете? Знаете, я не оцениваю, потому что я сам участвую в кинематографии. Так что это работа для критиков. Не надо им красть их профессии. Но в российском кинематографе появились интересные картины. Прежде всего, «Левиатан», который прошел весь мир с огромным успехом, огромным интересом вызвал. Это такая картина. Но есть картина, которая я сам участвовал в ее производстве, Александра Германа, молодого, «Электрические облака». Это те картины, которые в мире прошли с определенным интересом. А есть, конечно, и такие подделки американского кино, которые иногда даже идут с определенным успехом, как «Сталинград», например. Это чисто голливудские кино. Как вы считаете, вот по какому пути Россия вообще движется? Она все-таки мы Евразия, ближе к азиатскому кино, европейскому, голливудскому? Это не мне судить. Я сам с интересом смотрю и сам себе ставлю тот вопрос. Но, знаете, в таких проблемах это не свободный выбор. В культуре тоже есть понятие правды, где правда, где неправда. И я не могу себе представить, чтобы кино России было азиатским кино. Россия – это часть Европы, и она только может жить своими европейскими корнями. А наоборот, это просто нереально. Но все-таки Россия большая страна, если говорить конкретно о Якутии, то что вы видели. Мы все-таки ближе к Китаю или все-таки к Москве? Пространство не имеет значения, знаете, в искусстве. Здесь на самолете можно долететь и в Пекин, и в Москву. Но вопрос мышления, как построен
построена чувствительность, как построены мысли местного населения, как они хотят выразить себя. Ну вот у вас вчера был мастер-класс, я думаю, вы уже успели чуть-чуть ознакомиться, возможно, с мышлением якутского народа. Нет, наоборот, это они немножко познакомились с моим мышлением. А на мастер-классе я не слушал, я говорил, к сожалению, не было времени, чтобы я мог послушать мнение ваших студентов. Если бы такая возможность пришла, я бы с удовольствием послушал. Но тем не менее, вчера вы сказали о том, что если вы увидите какого-то молодого сценариста или режиссера, вы готовы принять его у себя и У себя обучить. дома, да, это правда. У меня дом открыт, приезжают молодые люди искусства со всего мира. И я бы очень был рад, если бы я им оставил адрес, и можно ко мне приехать, это правда. А вот что надо сделать нашим якутским авторам, чтобы вот прям заинтересовать вас? Сделать хорошие предложения, интересные предложения, рассказать что-то интересного. То есть непосредственно с вами встретиться, какие-то пути? Конечно, конечно, я там просто оставил свой имейл, и можно ко мне обратиться. А вот какие у вас ожидания от этого фестиваля? Что-то вы хотите посмотреть тут конкретное? Я сегодня, просто у меня особенный интерес. Есть много картин, там встретил молодого режиссера, который сделал картину о Чукчах. Мне было бы это интересно посмотреть, может быть, смогу. Есть картина с актрисой, которая снималась в моей последней картине, Чупар Хаматова. Она снималась в моей картине «Инородное тело». Я бы хотел увидеть ее работу, но и больше времени не хватит, потому что завтра уже я в самолете и буду улетать отсюда далеко. Вот на ваш взгляд, каких фильмов сегодня не хватает обществу нашему? Всех хороших не хватает, таких, которые бы шли вперед и показывали не только то, что было, но только тоже то, как зачем зритель тоскует, какое будущее он бы хотел видеть. И таких картин всегда не хватает. А вот какое внимание стоит уделить режиссерам именно в регионах? Знаете, самое главное, чтобы они чувствовали себя достаточно независимыми, чтобы думали по-своему. Они повторяли то, что уже видели. Чтобы там был элемент чего-то автентичного. Это самое главное. И этим можно прорваться. А, конечно, конкуренция сейчас огромная. Знаете, по всему миру огромное число молодых режиссеров появилось. Очень легко сейчас снять картину, потому что на сотовом телефоне можно снять картину. А очень трудно ее показать. Место, чтобы показать картину, интерес, найти прокат, пробиться, это огромная трудность. И поэтому я думаю, что кто хочет помогать своему кинематографу, должен помогать прокату. Вы вели вчера мастер-классы, сегодня у вас будут. Вот какие советы вы бы дали местным режиссерам, сценаристам? Заходите на тот же мастер-класс, я постоянно пробую давать советы. Но чтобы просто ставить себе глубокие вопросы, а не поверхные. И подумать глубоко об этом, о чем мы мечтаем, какую жизнь мы хотим иметь, какое общество нам бы нравилось, где бы мы чувствовали себя хорошо, и чего нам в жизни не хватает. Где правда, где неправда, где ложь, где поверхность, а где мудрость. А как вот на ваш взгляд, где мудрость? Приходите на мастер-класс, я буду 2 часа об этом говорить, и тоже точно этого не скажу, потому что этого никто не знает. Большое спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был польский режиссер, сценарист и продюсер Krzysztof Zanussi. Его мастер-классы вы можете увидеть на нашем портале esia.ru. До встречи через неделю.